Дорогие друзья, очень приятно приветствовать в нашем комитете, Комитете внешней политики и межпарламентского сотрудничества Верховной Рады Украины, парламента Украины, наших дорогих гостей, которые представляют национально-освободительное движение Республики Ичкерия чеченского народа. Я очень рад, что вы посетили Украину, пришли в наш комитет. Мы поддерживаем ваше национально-освободительное движение. Верховная Рада, как вы знаете, недавно приняла очень важное постановление, в котором признается то, что Республика Ичкерия была с нарушением международного права оккупирована, неправомерно оккупирована. Мы поддерживаем вашу борьбу, и мы очень надеемся на то, что в скором времени Ичкерия снова станет свободной. Спасибо, Александр. Мы также вас благодарим за всю работу, которую провели и в Верховной Раде, и усилия вашего правительства. Мы все это видим, замечаем. Мы также наблюдаем за борьбой украинского народа за свою территориальную целостность, независимость, за право быть самостоятельной единицей этого мира и за свою особую этническую идентичность, за свою культуру, язык. И тем не менее я вижу, что здесь в Украине не нарушаются права никаких национальных меньшинств. Мы это видели и на примере мусульманских малых народов Украины, и самого русского языка, который прекрасно во всем Киеве на нем говорят. То есть все, что российская пропаганда говорит об Украине, это просто, просто пропаганда, да. И наши надежды на нашу борьбу, на освобождение нашей территории также связаны сегодня с Украиной. Вы нам открыли возможности вновь прийти к нашей цели. Спасибо. Спасибо. Спасибо тоже. Еще раз поблагодарю за признание оккупации, а также геноцида чеченского народа. И мы знаем, видим вашу боль. Вот мы чувствуем эту боль как свою. То, что происходило у нас есть опыт в этом, скажем так. Что я хочу сказать, что такой же геноцид происходит сегодня на территории Украины. Геноцид против украинского народа. И поэтому мы понимаем этот шаг и принимаем этот шаг. Мы благодарим вас за это. Сегодня то, что делают украинцы, то есть война, борьба против русских оккупантов. Мы ведем такую же борьбу и ведем ее вместе рядом с вами сегодня. То есть, будучи сегодня в Киеве, в Украине, и именно есть и наша борьба. И мы идем вместе к нашей победе. И мы обязательно выстоим в этой борьбе. И мы должны выстоять ради наших народов. Вот. И в дальнейшем, как мы здесь сейчас все обсуждали, я смотрю так позитивно и надеюсь на все хорошее для наших народов. Мы обязательно добьемся этого. Еще раз спасибо. И как? Спасибо. Большое вам спасибо. Большое спасибо. Да, спасибо вам. Спасибо.